Карла Калымжан, подскажите, как вести себя в Туркестане с кассиетом, чтобы ничего не подхватить, только головной убор, летим туда как туристы с Павлодара, кажется, да? Смотрите, когда у вас есть кассиет, то это чисто ваше, как это сказать, ваш разговор с миром духов. Чтобы ничего не подхватить, опять же, если у вас есть кассиет, вы общаетесь с миром духом, вы знаете. Это вы ни с кем там, по сути, не контактируете, ни в чью жизнь не залазите, ничьи истории жизненные не читаете для того, чтобы не собирать их в грязь. Вы едете конкретно к Аруахам, вот просто ни с кем не контактируя, ни с кем не общаясь, вот чисто поесть, да, нет, так, ну вот короткие ответы, односложные. Вы только слушаете мир духов. И когда вы идете на место, где захоронен святой, умерший человек, там с ним здороваетесь, с ним вы ведете речь, с ним идет диалог. Как вы будете одеты, это будет лично ваше дело. Но только есть одна вещь. Пожалуйста, понимаете, как это сказать? Есть же эта поговорка: со своим уставом в другой храм не входишь. Что-то вот такое. Короче, в Туркестане, как бы то ни было, это исламская территория. Там закреплен ислам. Соответственно, вы должны пойти туда так, как там положено. То есть головной убор, длинное платье, дарет ласос и так далее. Но при этом, если дарет алу, то есть это не обязательно, что вы везде должны ходить подмываться. Достаточно влажными салфетками, то есть вытереться. Если вы и так чистый, особого такого не должно быть. Особенно если вы человек с хасиетом. Если человек с хасиетом, то вам эти джинны, шайтаны вообще не помеха, без разницы. Ходите специально их собирайте. Особенно если касается джиннов. Джиннов люди с хасиетом специально ходят, собирают, потому что каждый джин — это какое-то определенное дар, возможность, умение получается. Шайтаны, конечно, это фигнюшки такие. Если вы человек без кассета, то есть обычный человек, то однозначно защиты должно быть прям очень много. Защита какая? То есть, конечно же, головной убор. Мужчины, пожалуйста, тоже не забывайте об этом. Рукава должны быть длинные и закрыты. Мужчины то же самое. Вас касается, то вы любите у нас в футболках ходить и думаете, что это нормально. Если у вас просвечивают соски, мужчины касаются вас тоже. Не должны. То есть вы не должны в обтягивающей одежде ходить. Вот как женщина не должна быть там, то есть внешность, чтобы ее была просвечивалась, так и у вас должно быть, пожалуйста. Никаких узких штанов, никаких футболок в облипку. Головные уборы обязательно. Дарет алу, чистыми ходить. Ноги протирайте тоже, потому что потливость, ну вот это тоже грязь тема. Женщины, у кого тема со здоровьем, кто беременные, волосы прятать максимально, то есть ничего не должно быть закрыто. Обязательная защита, 2 браслета парных, железных, любой металл, 2 парных браслета, крупные украшения. А вообще к аруакам, когда идете, не ходите как это страшилки такие, да, бомжи. Одевайтесь все-таки красиво, чисто, опрятно, чтобы на вас было приятно посмотреть. Чтобы умершие аруактар, когда приходили, то есть вас видели, им было приятно на что-то посмотреть. Если вы придете в казахских одеждах, будет замечательно, любят. Приносите обязательно угощение аруахам. То есть самое простое — это вот курт везде носите и оставляете. Да, могут щельпек. На юге тем более щельпек очень, как это сказать, ну, большой такой сильный культ, потому что там солнца очень много. Можно оставлять разные печеньки, семечки, орешки и так далее. Вот такое. Монеты можно оставлять, чтобы, особенно если эти захоронения в местах, где могут бомжи, извините меня, ходить, то есть вы для них конкретно оставляете. К сожалению, мы все понимаем, те, кто оставляют монеты, они оставляют там и свою боль, болезнь. Не эти монеты, то есть должны забирать бомжи. Если вы человек без кассиета, если вам не разрешают брать эти монетки, вы не берете их. Если вы пошли, скажем так, проводник, который разрешает вам брать эти монеты, значит можно. Потому что вот когда мы с Айзеханом ездили, монеты с нами можно было брать, потому что там тема шла, тема денег. Но это, видите, у нас был конкретный обряд. Если ваш проводник не умеет делать обряды с финансами, не берете. Что еще? Оставляйте свои монеты. Есть такое — оставить монеты для самого духа, и это как раз там финансовые обряды. Но опять же, все зависит от проводника, от вас самих. Либо вы оставляете вот как раз болезни, несчастья через монеты для бедняков. Что еще там получается? Да, белый мата берете, платки берете. На зиратах оставляете свои в обмен.
Опять же, с таким пожеланием, то, что вы берете оттуда, это уже намоленное, то есть получается арак конда, то есть получается, что переночевал с аруахом, скажем так, и благости набрался, а теперь оставьте свои платки, ткани, отрезы белые вот этой ткани, оставляете там, чтобы другие могли взять. Ну, в общем-то, все, наверное. Не забывайте поблагодарить Шурах-Шилар, который там находится. Конечно, там много Шурах-Шилар, которые, скажем так, жадные, с шайтанами и так далее. Но это вас не касается. То есть просто поблагодарите его. Да, бывает, что вам скажут там определенную таксу, то есть столько-то, столько-то денег. Не очень приятно, но отдавайте как есть, потому что это бата. Как бы то ни было, этот человек, даже если он без хасиета, каргас получить можете. М. Ну, наверное, все. Да. Если есть возможность, да, угощайте этих шрах-шлар, там, коробка конфет, там, пачка чая, что-нибудь такое можно будет давать. Все, наверное.